Стоимость тенге медленно ползет вниз. По итогам сегодняшних торгов на фондовой бирже национальная валюта снова подешевела. Падение, правда, небольшое, меньше тенге, и куда более серьезные испытания еще предстоит пройти в этом месяце, говорят аналитики. На стоимость казахстанской валюты может повлиять решение стран ОПЕК о снижении уровня добычи нефти. Сказаться могут и итоги заседания Федеральной резервной системы США. Некоторые экономисты считают, не нужно смотреть слишком далеко, чтобы понять, какая судьба ждет тенге. По их мнению, он пойдет по тому же пути, что и российский рубль. Виталий Мантров изучил мнение экспертов. Куда цены на нефть, туда и стоимость тенге. После того, как Казахстан перешел к свободно плавающему обменному курсу, эта тенденция неизменна. На мировом рынке сырья снизились цены на нефть марки Brent, следом начал набирать вес и доллар. По нашему мнению, ничего критического для национальной валюты не происходит. То есть все торгуется в рамках как раз коридора. И текущая цена на нефть, она будет торговаться в пределах от 52 до 48 долларов за баррель. Что говорит для казахстанского тенге, вместе со снижением цены на нефть, казахстанский тенге также будет обесцениваться. И будет происходить обратный процесс при ее удорожании. Аналитики пока предсказывают, что доллар до конца года будет стоить от 328 до 340 тенге, но все может измениться после заседания стран ОПЕК в конце месяца. Если участники подпишут соглашение о заморозке уровня добычи и спрос на черное золото увеличится, есть шанс, что оно снова начнет дорожать, а вместе с ним и тенге. Уже в последующем мы сможем понять, будут ли проводиться различные сокращения квот по добыче, и, соответственно, от этого можно будет отталкиваться по прогнозам по движению цены на нефть. Соответственно, от этого можно будет прогнозировать движение цены нашей национальной валюты по отношению к американской валюте. После 30 ноября можно будет уже в последующем строить прогнозы. На текущий момент считаю, что курс национальной валюты по отношению к доллару США будет варьироваться около 340 тенге за 1 доллар США. Влияние на курс валют может оказать и заседание Федеральной резервной системы США в этом месяце. Если произойдет изменение базовой ставки, казахстанская валюта непременно отреагирует. Повышение ожидается, но состоится оно в этот раз или ставка будет сохранена в том коридоре 0,25-0,5, как она была до сих пор, еще не ясно, но мне кажется, резких движений не будет. Потому что удорожание доллара США автоматически влияет на сырьевые рынки, могут снизиться цены на нефть. Это, в свою очередь, скажется на нашем курсе тенге и на таких же развивающихся рынках, как наш. Финансовый аналитик Мируэрт Махмутова считает, что результаты выборов в Америке не повлияют на решение ФРС. Ее больше беспокоит положение дел у нашего ближайшего соседа России. Дефицит бюджета растет, ухудшается общее самочувствие экономики, и оно может повлиять на девальвацию российского рубля. За девальвацией российского рубля нужно следить, потому что это прежде всего скажет влияние на обменный курс тенге, потому что у нас сильные экономические связи, мы вступили в один Евразийский экономический союз, и ухудшение состояния в российской экономике будет автоматически сказываться на самочувствии нашей экономики. Национальный банк влиять на обменные курсы пока не собирается. С сентября интервенции не проводятся, поскольку все факторы сказываются на тенге положительно, считает глава финрегулятора. Но за ним все же остается право в случае угрозы финансовой системе пустить в ход золотовалютные резервы. Виталий Мантров, Талаб Балтабек, КТК, Алматы.